Всех приветствую, уважаемые друзья! Мы продолжаем знакомить вас с изменениями в командах Национальной лиги, и теперь очередь подошла к мужским командам. В этом сезоне, как и обычно, много переходов внутри команд чемпионата. Есть и новые трансферы, имеются и громкие возвращения. Мы предлагаем вам ознакомиться с трансферами мужских команд Казахстана. Но обо всем по порядку. Перед просмотром этого видео очень просим вас поддержать наш канал. Подпишитесь, поставьте лайки, напишите комментарий, за какой мужской клуб вы болеете больше всего. Также под этим видео вы можете найти ссылки на наши соцсети, канала Inside Volleyball KZ. Там тоже очень много информации, свежие новости казахстанского волейбола и много всяких ништяков. До старта. Оцените и поддержите нашу работу. Чемпион страны Тараз устроил прям настоящую перестройку. Казалось бы, первое место по итогам прошлого чемпионата, и нужно просто сохранить костяк и обновить несколько позиций, а тут аж 8 игроков покинуло команду. Команде остались верны только связующий Нурлубек Нурмахамбетов и опытный центральный блокирующий Жахсылак Тлеулин. Кандидат в национальную сборную, центральный блокирующий Денис Ещенко, вернулся в Тараз. После того, как амбициозный проект джамбульцев, который возглавил Борис Гребенников, не дал результатов, многие игроки решили покинуть команду, и Денис стал одним из таких волейболистов. Ещенко решил себя попробовать в Азербайджане и сходу завоевал чемпионство. В прошлом году Денис неудачно сыграл за алматинский буревестник, а в этом попробует сохранить чемпионство для команды из самого древнего города страны. Опытный нападающий Ермек Миртаев также решил попробовать свои силы в этом сезоне в команде Михаила Башкатова. Уроженец Семея играл во многих командах Казахстана, но на юга отправляется впервые. Ермек в прошлом сезоне играл за буревестник. В этом сезоне Миртаев будет на первых ролях. Сможет ли 31-летний игрок оправдать надежды чемпиона, узнаем по ходу сезона. Вернулся в Тараз Александр Фоменко. Игрок не побоялся попробовать свои силы в зарубежных чемпионатах и, несмотря на предложение в этом межсезонье от клубов Западной Азии, решил вернуться домой и помочь своему родному клубу. Вице-чемпион страны и участник клубного чемпионата Азии волейбольный клуб «Павлодар» тоже серьезно обновился. Илья Морозов уехал в Россию, главный тренер Игорь Никольченко возглавил буревестник, Кемпа, Хандролин и Окунев переехали на запад страны. Руководство клуба не прочь завоевать еще один кубок, однако в первую очередь нужно решить вопрос зарплаты игроков за прошлый сезон. Клуб до сих пор должен игрокам. Несмотря на эти проблемы, Павлодар все-таки подписывает новых игроков. MVP прошлого сезона, нападающий Михаил Устинов, стал игроком Павлодара. Михаил играет больше 10 лет, однако это всего лишь третий казахстанский клуб для опытного доигровщика. В прошлом сезоне как раз таки подача и атаки Устинова не дали Павлодару защитить чемпионство. А в этом году тренерский штаб Павлодара в лице Сергея Грибова ждет такой же игры, но уже в майке экс-чемпиона страны. Новым старым связующим команды стал российский волейболист Роман Егоров. Именно с ним в позапрошлом сезоне Павлодар выиграл золото и Кубок страны. В прошлом сезоне Роман играл в чемпионате Беларуси, а в этом второй раз в карьере подписывает контракт с павлодарцами. Сможет ли Егоров вновь помочь своей команде выиграть золото, узнаем совсем скоро. Еще один волейболист из России Дмитрий Леонтьев подписан Павлодаром. Опытный доигровщик имеет богатый опыт выступления в российской суперлиге и однозначно усилит новый клуб. Быстро адаптироваться в команде игроку поможет Никита Козлов, который решил остаться в команде как минимум еще на один сезон. В родной клуб вернулся либеро Роман Фартов. Воспитанник Павлодарской школы волейбола возвращается, чтобы не только вернуть золото домой, но и доказать, что он до сих пор является одним из лучших на своей позиции. Фартов в прошлом сезоне играл за команду ЕСИЛ-СК и помог своему клубу выиграть медали чемпионата. Самым активным клубом в межсезонье стал Актобе. Клуб из Запада в прошлом сезоне дебютировал в Нацлиге, а в этом году уже замахнулся на чемпионство. Если раньше в команде был только один опытный игрок в лице Айбата Нюталина, в этом межсезонье к нему присоединились игроки национальной сборной Казахстана. Центральный блокирующий Дамир Акимов перешел в Актобе. Это уже третий клуб из Запада в карьере игрока. Ранее Дамир играл за Атрау и Мангостау. Акимов опытный игрок. Волейболист сборной Казахстана своими знаниями обязательно поможет команде и молодым актюбинским блокирующим, которые в прошлом сезоне неплохо себя проявили. Еще один игрок сборной Казахстана Нодирхан Кадырханов стал игроком Актобе. Нодирхан также перебрался на запад из Джамбула. Опыт и мастерство Кадырханова может стать необходим для Актобе в завоевании золотых медалей. Ну и, конечно, сам центральный блокирующий не против выиграть еще одно чемпионство, но уже с новым клубом. После перерыва в карьере возвращается в большой спорт экс-игрок сборной Антон Кузнецов.
Блокирующий с ростом 204 сантиметра не играл с 2019 года. Всю свою игровую карьеру Антон играл в клубах из запада страны, и в этот раз исключений не произошло. Антон – игрок Ахтобе. Либеро сборной Казахстана Ерикжан Бюкен также подписал контракт с актюбинцами. Этот переход мог бы не состояться, однако после долгих переговоров игрока удалось выкупить у родного Тараза. Сможет ли Ерикжан показать свое мастерство в другом клубе, узнаем уже в сентябре на предварительном этапе Кубка Казахстана. Российский нападающий Никита Швалев запомнился казахстанскому зрителю своей убойной подачей. Никита 2 раза играл в Казахстане и оба раза за волейбольный клуб «Тараз». В этом году Швалев подписал контракт с актюбинской командой и уже совсем скоро вместе с местными фанатами будет петь легендарную «Зига-зага». Также актюбинский клуб решил укрепить линию доигровщиков. Клуб подписал российского легионера Кирилла Костыленко. Костыленко имеет богатый опыт выступления в российской суперлиге. Он играл за сургутский коллектив «Газпром Югра» в сезоне 19-20 и был ее капитаном. За 66 матчей в чемпионатах России за эту команду он набрал 574 очка. В прошлом сезоне Кирилл играл за московское «Динамо». Для такой богатой линии атаки, как в Актобе, естественно, нужен опытный связующий, и им стал Роман Хандролин. Многократный чемпион страны в прошлом сезоне упустил первое место вместе с Павлодаром, а в этом постарается еще раз надеть медали высшей пробы. Также украинец, скорее всего, будет неким ментором для молодого и талантливого местного связующего Нурлубека Махсата. Проваливший прошлый сезон уральский «Жайык» в этом году намерен стать главным претендентом на золото. Клуб тренера сборной Казахстана заметно почистил состав и подписал опытных игроков, которые здесь и сейчас готовы выполнить поставленные задачи. Сразу выделяется трансфер Бориса Кемпы. Экс-игрок Павлодара не стал продлевать контракт с клубом и присоединился к уральцам. Опытный доигровщик хорошо знаком с главным тренером и пользуется его доверием. Дело остается за малым – выиграть конкуренцию в новом клубе и приносить пользу команде на площадке. Также маршрутом Павлодар-Уральск воспользовался либеро сборной Казахстана Сергей Окунев. Окунев тоже работал с Виктором Козиком и хорошо знает его требования. Учитывая конкуренцию на этой позиции в сборной, Сергею хорошей игрой нужно доказывать, что именно он достоин места в национальной команде. Еще одно громкое возвращение в наш волейбол отметил Виталий Эртштейн. Отбыв дисквалификацию, некогда самый талантливый нападающий страны попробует реанимировать свою карьеру и помочь выиграть долгожданное золото для уральской команды. Виталий был звездой любительских турниров, однако теперь против него будут играть мастера своего дела. Сможет ли Виталий вновь выйти на высокий уровень, узнаем через месяц. Опытный и самый возрастной игрок прошлого чемпионата Владимир Ковальчук также покинул Тараз и присоединился к клубу «Жайык». Хватит ли физики и запала для 40-летнего связующего – большой вопрос. Например, Ковальчук пропускал в предсезоне турнир «Мемориал Платонова». В случае форс-мажора Владимира призван подменить казахстанский связующий Умит Набиев, который себя неплохо проявил в прошлом сезоне за команду «Жетысу». Усилить первый темп уральцев призван центральный блокирующий из России. Михаил Моров подписал контракт на 1 год с главным фаворитом предстоящего сезона. 28-летний волейболист ранее выступал только у себя на родине. С 2021 года Михаил защищал цвета волейбольного клуба «Тюмень». В интервью одному из российских сайтов Михаил ответил, почему решил перейти в чемпионат Казахстана. Не буду лукавить. Появился вариант пойти на повышение в заработной плате, а также хотелось поиграть за границей, посмотреть на другой чемпионат. Тем более перед командой из Уральска задачи стоят максимальные, а это всегда интересно. Алматинский буревестник удивил возвращением в Казахстан нападающего Сергея Рязанова. Как удалось убедить вернуться Сергея в Алматы, знает только он сам и руководство клуба. Однако, подписав кандидата в национальную сборную, буревестник показывает свои серьезные намерения на сезон. Сергей после Казахстана играл в Таиланде и Ливии. Как повлияли эти страны на мастерство нападающего – это очень интересный вопрос. Молодой талант и ведущий нападающий молодежной сборной Клим Рюхов также сыграет за алматинский клуб. Клим здорово проявил себя на чемпионате Азии, он помог своей команде отобраться на чемпионат мира, и, конечно же, мы ждем дальнейшего прогресса от игрока, который, кстати, играет параллельно в пляжный волейбол. Опытный либеро Кайрат Байбеков также будет ждать окончания алматинских пробок. Играя в прошлом сезоне за уральский «Жайык», Байбеков показал, что ему еще рано завершать карьеру. Сможет ли опытный игрок с таким же рвением и желанием помогать новому клубу – вопрос времени. Еще один дебютант прошлого сезона, талдыкурганский «Жетысу», сменив название, хочет и поменять свои цели.
В этом году они очень высокие. Клуб подписал хорошо знакомого нам российского нападающего Дениса Горбачева. Денис несколько сезонов защищал цвета Петропавловска Есиль-СК, однако в этом году не смог отказаться от заманчивого предложения с юго-востока страны. Нападающий сборной Казахстана Владислав Кунченко тоже поможет ЖИТСу достичь поставленные цели. Волейболист несколько сезонов играл в Азербайджане, становился самым ценным игроком и чемпионом. И в статусе состоявшего игрока возвращается в Казахстан. Пора бы превратиться в настоящую звезду нашего волейбола. Для этого, конечно же, нужно помочь своей новой команде закрепиться на Олимпе казахстанского волейбола. Атрау не особо активен на трансферном рынке. Отметим, что клуб вернул легионера Рафаэля Мигеля, который помог команде несколько сезонов назад завоевать первое место. В прошлом сезоне Мигель играл за Буревестник, однако особой стабильностью не блистал. Может быть, в Атрау у нападающего получится заиграть на более высоком уровне. Может же. Уважаемые друзья, это только часть трансферов, о которых мы успели рассказать сегодня. По традиции, если это видео наберет много просмотров, мы обязательно выпустим еще один видеоролик о трансферах в нашем мужском волейболе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и напишите, какой трансфер считаете лучшим на данный момент.